Выйдешь за меня замуж? Да, я согласна. Я предлагаю в конце недели сделать никах. Хорошо. А ЗАГС? А зачем нам какой-то штамп в паспорте? Ну, раз ты так говоришь, я согласна. Послушай, мы с тобой уже столько лет вместе. Ты меня любишь, я тебя люблю. Быть может, пришло время узаконить наш брак и сыграть свадьбу. Дорогая, ну, ты рассуждаешь как старушка. Мы же с тобой молодые современные люди. Ну, посмотри вокруг, сколько людей, которые зарегистрировались, поставили штампы и буквально через 3 месяца разошлись. У нас же с тобой все по-другому. У нас другая любовь. Ты меня любишь, я тебя люблю. Ну зачем тратить деньги на все эти ненужные формальности? Или ты мне не доверяешь? Нет, я, конечно же, тебе доверяю. Ну, хорошо. Тогда давай оставим все как есть. Каждый вправе решать, как строить свою жизнь. И каждый сам вправе решать, на каких условиях он вступает в отношения. Будь это официальный гражданский брак, то есть зарегистрированный в ЗАГСе, или так называемый фактический, попросту сожительство. Но при этом надо помнить, что такого понятия, как сожительство, не существует в действующем законодательстве. Гражданский брак – это брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Других браков с юридической точки зрения больше нет. Все остальное сожительство, и оно не порождает никаких юридических последствий. Значит, все последующие права и обязанности супругов не регулируются законом и не защищаются им в случае их нарушения. То есть, по сути, в таком браке у супругов нет ни четких прав, ни обязанностей по отношению друг к другу, ни в плане обеспечения семьи и детей, когда они появятся, ни в вопросе принадлежности имущества, ни в множестве других случаев. Все, кто отказывается от официального брака, твердят одно и то же – любовь превыше всего. Но любовь – это еще и ответственность перед любимым, забота о нем и его будущем. И если эта любовь настоящая, ее не может испортить или ослабить какая-то печать в паспорте. Зато эта печать защитит права того, кого любишь, и защитит будущее ваших общих детей. Подумайте об этом. И еще о том, действительно ли вас так любит человек, предлагающий вам не настоящий брак, а банальное сожительство.